знакомьтесь, это легендарная полуторка, автомобиль, который сыграл немаловажную роль в победе в Великой Отечественной войне. В Уфимском автотранспортном колледже есть самый настоящий ветеран автопрома и участник Великой Отечественной войны. Студенты в буквальном смысле пылинки сдувают с этого старичка. Автомобиль ГАЗ-АА за такой солидный возраст много что повидал на своем почти веку. Альберт, расскажи, пожалуйста, поподробнее об этой машине. Это полуторка ГАЗ-АА. Автомобиль получил свое прозвище из-за своей грузоподъемности в 1,5 тонны. ГАЗ-АА – это первый автомобиль советской сборки, который был поставлен на конвейер. Автомобиль базируется на базе американского грузовика фирмы Ford. Горьковский автомобильный завод функционирует и по сей день и находится на территории Нижнего Новгорода. История автомобиля до начала войны, к сожалению, умалчивается, но известно, что в 1941 году он был призван на фронт и участвовал активно в боях на северо-западном направлении. После войны был автомобиль призван на свое прежнее месторасположение, это Чувашская автономная республика, и в 1947 году он был отозван нашим директором Уфимского дорожного техникума, был взят он, можно сказать, фактически с боем, и до конца 60-х годов он активно используется в технических и учебных целях. А как вы за ним ухаживаете? Автомобиль в обслуживании довольно тяжелый, хоть и технически он довольно прост, но его довольно тяжело обслуживать в связи с тем, что банально нет деталей. В двигателе использовались детали от Икаруса, Волги, и даже бытует легенда о том, что там есть детали от советской стиральной машины. Сейчас этот автомобиль – самая настоящая звезда. Он снимался в фильмах «Отряд Таганок» и «Сестренка». А с 2005 года автомобиль участвует в парадах Победы. Вы наверняка его видели в составе колонны военной техники. Но так было не всегда. В 70-х годах его чудом уберегли от сдачи в металлолом. А в 90-х он стоял на постаменте у входа в колледж и считался памятником автомобилистам-воинам, участникам Великой Отечественной войны. В 2000 году его было решено отремонтировать. В этом году этой ласточке исполняется 92 года. Давайте прокатимся. Внутри кабины тесно. Приборная панель состоит из одного прибора. Дворники работают вручную. Но на удивление, автомобиль довольно резвый для своих лет и быстро набирает скорость, но небольшую. С современными машинами ему явно не тягаться, они ему проиграют. Ведь у автомобиля такого солидного возраста родной бампер. Одна фара слегка косит, но ее менять не стали. Ходит легенда, что ее погнуло во время того, как автомобиль переходил реку вброд. Владимир Иванович, огромное спасибо за поездку. Никогда не катался на такой машине. А как эта машина проявила себя во время войны? Во время войны это был автомобиль просто незаменимым в нашей стране. Все-таки мы понимаем то, что, давайте вспомним немножко историю, когда страна использовала лошадей, кареты, телеги, сани. А этот автомобиль уже был, скажем так, инновацией, супер современной техникой. Причем у него была очень хорошая грузоподъемность, в отличие от телег, где 300-400 кг максимум могли двигаться. Ну и плюс скорость передвижения тоже была невелика у телег. Автомобиль же, в свою очередь, во время войны перевозил личный состав. Всего на Горьковском автозаводе произведено более 1 миллиона полуторок. Но сейчас их на дороге не встретишь, разве что в музее. Но такой экспонат жалко оставлять пылиться без дела. Круто, что этот грузовичок с госномером ЛД 1933 колесит по проспекту Октября каждое 9 мая. ЛД означает Ленинград, а 1933 – это год его выпуска. Как дань того, что во время блокады Ленинграда он возил через замерзшее Ладожское озеро продовольствие в северную столицу. Именно эти машины доставляли продукты по дороге жизни в блокадный Ленинград, и именно на них очень часто подвозили боеприпасы на фронт. Говорят, что бойцы могли сами чинить машину на полях боевых действий с помощью подручных средств. Кадетам колледжа такое и не снилось. Машины ГАЗ-АА стали по-настоящему народными и вместе с людьми прошли через всю войну. Так что День Победы – это и их праздник. Данис Исмагилов, Татьяна Никитина специально для Горы новостей.